Приветствую на Белсате. И, конечно, самое важное, с чего хотел бы начать, это два больших концерта, которые вы отыграли в Вильнюсе и в Варшаве буквально на днях. Какие у вас впечатления были? Всем привет. Я имею большое удовольствие находиться у вас в гостях. Тем более, что я, в общем, являюсь и вашим зрителем тоже. Приятно слышать. Ну, судя по моему голосу, вы можете понять, что концерты прошли хорошо. Так что простите за мой сорванный голос. Варшавский концерт был еще отметен тем, что выступал ваш сын в качестве барабанщика на одной из песен. Также вы пригласили Ксюшу Жук из группы Navi Band, чтобы спеть с вами «Мой рок-н-ролл». Как так произошло? Если говорить про сына, то сын, он живет, ну, как я вчера сказал, недалеко. Он В сейчас Дании. учится в Дании, да. То есть сейчас, в принципе, эти расстояния кажутся уже такими, особенно в Европе, смешными. И поэтому он приехал специально, ну, должна была еще приехать моя супруга, она не смогла. Вот. Но он приехал там с девушками, в общем. И, конечно, ему нужно было выступить на сцене, естественно. Хотя это достаточно такая у нас практика. Вот он со мной ездил по Соединенным Штатам, мы делали тур, и он там играл со мной. Менять пока барабанщика не планируете? Нет, абсолютно. Он очень сам по себе самодостаточен, Ариф. Я так понимаю, что он больше, наверное, вот как-то склонен, наверное, к моим, то есть я в этом вообще абсолютно не виноват. То есть я никогда никому не диктовал из них, чем они должны заниматься. Тем более меня вызывает какой-то всегда отрыв, вот это выражение, потомственность профессии. То есть, ну, это как-то для меня, это я вот такие какие-то традиции странные, я вот их не... Я человек нетрадиционный. Что касается Navi Band, это была ваша инициатива, с вашей стороны? Нет, Шурика, он же у меня очень такой прям меломан сумасшедший, поэтому он следит за тем, что происходит вообще в мире. И, соответственно, вот его любимая группа «Молчат дома», с которыми мы даже думали там что-то сделать вместе, но не получилось, неважно. «Молчат дома». Это вот... И он мне сказал, что, говорит, я нашел прекрасную там вот группу, которая... Кстати, он сегодня поехал в студию записывать песню с ними. Чудесно. А это какая-то новая песня будет? Да, какая-то, наверное, новая, да. Ну, Очень скоро услышим. Сами вы следите вот вообще за белорусской сценой, что происходит? это уже сейчас не касается конкретно какой-то белорусской сцены или какой-то другой. Я, понимаете, я не то чтобы меломан, я просто в какой-то момент понял, как у меня папа физик, и у меня, видимо, такой склад ума, что когда я начинаю разбираться, как это все устроено, то мне уже, в общем, становится это интересно, и я научный сотрудник в этом смысле. Я больше не музыкант, я и не поэт там или кто-то еще. То есть не композитор, а научный сотрудник. Мне интересно изучать воздействие музыки на человека. И воздействие сочетания слов, фонетики там и всего остального. Это такая... Мы к этому шли, я могу сказать, долго, конечно. То есть то, что мы делали какие-то первые эксперименты в детстве, в юности, это все, конечно, не в счет. Еще в Бобруйске. Еще Бобруйский, да. Ну, это были такие экзальтированные какие-то полупанковские песни. Все это, конечно, сопровождалось какими-то этими... У меня, наверное, с тех пор, наверное, пошла вот эта привычка к этим антитанцам. Если говорить про вильнюсский концерт, который был перед Варшавским, там вы встретились со Светланой Тихановской. Это Да. чья была инициатива? Ее прийти на ваш концерт или вы ее приглашали специально? Давайте так, скажем так, что просто случился такой факт, что пришла на наш концерт. Мы были очень довольны, и, конечно, там она зашла к нам в гримерку, и мне было прям по приколу вот ее называть госпожа президент. Да-да-да. Я просто знаком еще там с Майей Сандой, мне тоже нравится. Я вообще считаю, что, наверное, идеальная форма управления Женская это президентская республика. женская матриархат, потому что, ну, понятно, что нужна некоторая подготовка, но, в общем, женщина все-таки сейчас время наступает
такое, когда эмпатия имеет большое очень значение. И, конечно, женщины в этом плане более эмпатичны. Про что вы успели еще поговорить? Это был какая-то небольшой такой разговор, смолток? Ну, ну, мы говорили о каких-то разных вещах, там, такие, знаете, которые, ну, эмоциональные и просто выражали друг другу какое-то там почтение. Потом мы даже поделились планами, собственно говоря, когда она вернется уже в качестве уже полноценного, полноправного, да, президента. То есть мы договорились, что мы сделаем большой концерт. У нас сорвался концерт как раз накануне всех Президентских выборов, выборов, там, последующих коронавирус был событий, тогда. да, коронавирус и так далее. Поэтому мы хотим просто взять, например, там на, не знаю, Машерова, она сейчас называется до сих пор или нет, этот проспект. Проспект Независимости, так он называется, Независимость, если да, основной вот там проспект, рядом да. с Дворцом спорта, вот, в принципе, там Надо самое Машерова, такое да. удобное место, да. То есть вот там отбабахать настоящий большой такой прям концерт и бесплатный. Последний концерт в Беларуси вы помните, какой был? Ну, я могу яркий назвать концерт, я потому что не помню. Мы, наверное, еще где-то ну, выступали, ну, самые яркие, вот то, что у нас получилось, уже когда мы стали совсем самостоятельными и стали сами вот уже планировать какие-то такие, которые на первый взгляд идеи казались нереализуемыми, вот, но мы все равно, вот, мы хотели сделать фестиваль в Бобруйске. В вашем родном городе. Да, ну вы в Шурика, я из Минска Да, да, все-таки родом. Но я в Бобруйске провел тоже много времени, потому что первое время я там вообще жил, чуть ли не скрываясь от армии, и там на шинном комбинате мы были все наши первые опыты сочинения песен и потом их воплощение уже в исполнении группы, потому что там был прекрасный оснащенный дом такой, ну как сказать, комплекс культуры внутри шинного комбината. Там была аппаратура, там было все, барабаны, все, то есть нам пульты. Было Мы где там, разыграться. мы просто вот, это был какой-то момент, когда вот чему-то мы там еще вот учились. То, что мы пели, конечно, это все, ну, слушайте, я до сих пор считаю, что у меня огромное количество плохих песен, но есть и бриллианты. Абсолютно верно, подмечено. И насчет концертов хотел, конечно же, в продолжение темы. В Дубае отменился концерт, также в Турции фестиваль был отменен. Что вообще происходит? Это какая-то рука Кремля всеобъемлющая. Какие причины основные? Ну, это, конечно, причина именно в этом. После Таиланда мы пересмотрели, нам Михаил Ходорковский предоставил своих адвокатов, ну, там, которые занимаются конкретно вопросами безопасности передвижения по миру, там, какие там... То есть теперь вы у с нас... ним дружите, да, с Ходорковским? Ну, теперь дружу, да. Я там как-то... Ну, так, да, дружим. Вот... И теперь, естественно, добавился в наш обычный этот... Теперь надо вот еще один пункт соблюдать в жизни. Это где лететь, на какой компании, какие страны ты прилетаешь. То есть это, конечно, добавляет головной боли. Вот. И именно потому, что, естественно, это абсолютно не миф, и то, что там в Таиланде действительно МИД России нам... Мы сначала просто думали, что они хотят нам напакостить просто, а потом выяснилось, что это потом по ходу дела, видимо, выстроилось уже в какую-то определенную картину, которая, ну, могла сработать для них, там, не знаю... Я не считаю себя борцом там с, ну, таким вот активным. Это Но не почему мой... так взялись за Би-2? Вот прям вот хотели депортировать в Россию, и прям вот российские политики уже предвкушали, как вас посадят в тюрьму. Ну, это нас где-то и помогло нам очень хорошо, честно говоря, потому что они сами, ну, как правило, они, в принципе, в общем, не отличаются, вот, скажем, эта вся эта компашка таким очень умом, ну, таким, который должен быть присущий людям, которые отвечают за государство, там,
То есть это, конечно, очень смешно, что МИД России вообще гонялся за нами. Я вообще израильтянин, то есть, ну, собственно говоря, когда меня оттуда первого как цель вывезли, вот, и мы уже из Тель-Авива дальше продолжали по работу, то было уже чуть легче. И наш вот Игорь Рубинштейн, мой друг, который занимался всей операцией спасения, ну, для этого у него есть навыки, он работает там с медиа, в общем, в политике он достаточно часто возглавлял всякие штабы, там, Нетаньягу и так далее. То есть у него такой вот опыт. И мы очень успели словить этот момент, когда мы думали, что это просто пакость, и она перейдет просто ну, в то, что нам скажут. А теперь, ребята, валите из Да, сорвали Таиланда. концерт вам, Да, то и есть, ну, все. заплатили, мы же заплатили штраф, там, отсидели даже сутки в полицейском участке за это. То есть, ну, это как, это, видимо, включалась какая-то там Но административная. тогда вы не ожидали, что вы попадете в эту тайскую тюрьму. Ну, мы в тюрьму так и не попали. Мы же, в общем, попадали были в СИЗО. В СИЗО, ну да, это Но дело в том, следственный что изолятор. вот последний пункт нашего пребывания в Бангкоке, ну, вот это была самая, скажем, просто такая поражающая часть своей такой какой-то... Это СИЗО иммиграционное, причем там, например, люди есть, которые живут там 23 года. То есть она как тюрьма, там можно, например, если у тебя есть деньги, заказать себе Макдональдс там, и так далее. То есть она в этом плане не такая вот настоящая тюрьма, потому что мы когда зашли в комнату, я увидел количество народу, и я подумал, что первая мысль была, как тут, что, это надо себя как-то или проявить, как там ну, потому что сразу подошел человек, который там попытался, ну, взять меня за штаны. Причем их не интересовали наркотики, например, если бы у меня там лежал, там, не знаю, килограмм просто, я не знаю чего. Это как бы они вот зажигалки, это самая такая ходовая валюта, самая ценная. Зажигалки, значит, ну, забирают ножи, если они у тебя есть. Ну, ты уже туда прибываешь, собственно говоря, после такого количества проверок, что там уже, в принципе, вот. Ну, такая какой-то там мир, в котором в комнате вот примерно, ну, может быть, чуть-чуть больше, чем эта студия, скажем, мы ее оценим, это 1,80 м, наверное, да, там 120. Вот. И постоянное количество людей, которые там вот находятся, это где-то в районе 80 человек. Но там наступает какой-то, иногда приводит в компанию каких-то там людей, там просрочил визу, что-то еще, сразу туда. А, Помимо нашего спасения и спасения Израиля, мы все-таки успели там тоже сделать какие-то добрые дела, и вот непосредственно там человек был из Украины, который у него просрочилась виза там на один день. Вот. И он попал в эту тюрьму. А у него не было денег на то, чтобы... Там, в принципе, ты можешь оттуда выйти, если ты заплатишь, ну вот в его случае. Просто надо было купить билет. 700 евро. И он просидел там около 2,5 лет. То есть, потому что... Я сейчас не хочу говорить о том, что там... Но просто консул Украины никак не реагировал на... Ну, Очень странно. в Украине его считали все погибшим. Или умершим, я не знаю, как это назвать. В общем, мы еще параллельно, вот у нас получилось как-то какие-то там помощь кому-то какую-то принести. Ну, когда вы там находились, у вас были какие-то мрачные мысли о том, что вас могут депортировать в Россию, например? На тот момент времени нет, потому что у нас не было абсолютно никакой... Нет, у нас были маленькие такие возможности, короткие, потому что в какой-то момент у нас забрали телефоны. Собственно говоря, вот в тот момент, когда я уже понял, что у меня через 2 часа они предупредили, что они забирают телефоны, мы тогда вот как раз с Рубинштейном связались и проработали, ну так, проработали. Я свою идею предложил, а он уже дальше там уже по как бы своим умом там это все сплел. То есть самое главное для нас было это то, чтобы эту историю не позиционировать как проблему с группой Би-2, а просто рассказать о факте, который вопиющим происходит. То, что силовые ведомства
Таиланда находится под коррупционным или под каким-то еще каблуком администрации президента России, то есть Путина. И ну, то есть эта несправедливость, она... Первый раз, когда приехал консул израильский, он нас сначала посмотрел, как, ну, типа, еще одни очередные, там, израильтяне туда ездят, в Таиланд, много. Еще одни очередные там что-то устроили, там, ну, сейчас, ну, вытащу. И потом стало понятно, что это все намного сложнее. Там мы сразу практически знали, что это все козни. Потому что там таиландцы, они в этом плане люди такие очень, ну, разговорчивые. Я не буду говорить болтливые, но они... А если ты еще заплатишь, то Выложат все карты. да, да, поэтому для нас не было секретом никаким. И когда просто в тот момент, когда для всего, ну, скажем, вот кто нас знал, когда вышли там статьи, что они заплатили штраф, и все это как будто бы вот закончилось. А на самом деле это было только начало. Вот. И последнее, вот когда вот у меня была возможность связаться с Игорем, в этот момент мы стали получать уже информацию, там, ну, если разные люди такие, которые могут там что-то рассказать, что у нас неравный бой настолько, что нужно нетрадиционным каким-то методом, то есть это все решать. И вот с этой задачей, собственно говоря, мы просто устроили шторм. И когда это стало все выплескиваться уже наружу, а упор мы поставили, естественно, на англоязычную прессу. Ну, то есть и не только англоязычную, там израильские газеты, они дублируются и на английском, и на иврите. Поэтому вот сначала, ну, вот с этой вот газетой «Аарец» у нас вот началась эта история, потому что, ну, понятно, это затрагивало не только нашу какую-то безопасность, потому что вина, она была несоизмерима с наказанием, то есть, и вот так вот и получилось. И самое главное, что я, конечно, огромная благодарность моей стране, Израилю, за то, что в свою такую тяжелую годину, да, когда всем известно, что 7 октября Хамас напал на Израиль, то есть то, что они там устроили, еще количество заложников огромное там находится до сих пор. И вот в это тяжелое время для себя они параллельно как-то вот и занимались этой проблемой, то есть с нами. Я когда приехал в Тель-Авив, мы-то не всю картину так по кусочкам. И нас особо там старались не посвящать, потому что мы первое время там наделали всяких глупостей. Все эти решалы, которые приходили, то есть мы там потратили денег много, к сожалению, которые потом были нам очень нужны. Вот. Ну, ничего, такая ситуация. Самое главное, что это хорошо закончилось. Вы считаете, что это личная месть президента Путина, и как раз-таки выборы вот, проходят сейчас. Задаются многим вопросом, стоит ли на эти выборы идти. Выборы Путина из Путина. То есть как можно к этому относиться серьезно? Но мне понравилась идея с тем, чтобы все-таки... Я, конечно, я просто говорю как про идею. Там, это не мой какой-то там совет или что-то еще. Просто действительно в такие времена очень трудно разобраться, сколько вообще, какой ресурс у оппозиции. И идея с тем, чтобы собраться, вот... Полдень. Да, не обязательно даже голосовать, в принципе, да, просто это может позволить просто понять, что ты не один, ну, в какой-то, я не знаю, ну, то есть это хотя бы какой-то первый шаг для того, чтобы просто хотя бы определиться, кто тут вообще рядом с нами. То есть вот когда началась война, мы еще по инерции выступали, ну, у нас обязательства были, надо было выступать, ну, как, люди купили билеты. Вот. Мы выступали, и уже пока у нас не случилась история с Омском, мы там отыграли концерт 4-5, наверное. После этого уже был все, там обрыв. Вот. Это именно тогда, когда вам предложили выступить в концертном зале, где был плакат «За президента». Да, да. Ну, если коротко, то да, так, да.
Вот. И поэтому мы, когда война началась, мы были сначала уверены, что все, кто приходит к нам на концерт, они, ну, разделяют. То есть они поэтому пришли. Тем более мы программу все сделали такую вот прям тематически построенную на... У нас как-то это всегда присутствовала какая-то там аллегорическая, не знаю, там война, что-то еще и так далее. Поэтому, ну так, я вот не буду говорить там по какому-то предсказания будущего. Просто ситуации, они... у меня очень много песен про Иерусалим, и там тоже война, которую надо закончить. И поэтому это все очень легло и на современное время. Когда, собственно, вы высказались против этой войны публично, вы тогда осознавали, что вы потеряете и что приобретете в этом случае? Я знал, что да. Конечно, ну, я не строил никаких иллюзий, естественно. Но это ситуация, которая... у меня политическая позиция, я вот в плане того, что мне пишут там о том, что вот было все хорошо, пока вы не полезли в политику. Это не политика. У меня политическая позиция, я, во-первых, не могу никак влиять, как гражданин Израиля, на политику в России, собственно говоря. Вот. Не могу ее быть предателем, как нас заклеймили. Тут ситуативно надо было просто послушать свое сердце, наверное. Во-первых, для меня это, ну, однозначно. Просто мы высказались, я высказался, потом меня адвокаты попросили все-таки, пока вы там еще там как-то должны успеть уехать, поэтому, пожалуйста, убери. Но это все, конечно, зафиксировалось в разных этих, ну, Медиах. собственно говоря, я видел папку на нас в ФСБ, она вот такая где-то примерно. ФСБ, а как это Да. было? Ну, там были встречи, да. Мгм, интересно, но подробностей вы не хотели бы сейчас озвучивать. Ну, это скучно. Тем не менее, то есть на вас было какое-то Нет, не определенное было. дело? У нас есть дело, конечно, да. Я иноагент, тем более. Были российские артисты, в том числе, которые поддержали вас вот в этот момент? Да, мы когда вы вернулись, Земфира, там, ну, собственно говоря, вот те, кто, наверное, сейчас вот в эмиграции, и потому что все остальные, я не знаю, там, ну, когда ты живешь долго в стране, которая, ну, ты находишься в состоянии стресса, начинает меняться постепенно все-таки психика. Это как вот если ты посадили тебя в тюрьму, каким бы ты ни был человеком, все равно будет какой-то определенный, оставит какой-то отпечаток. Поэтому я уже стал иногда получать какие-то очень смешные интервью от своих друзей, которые раньше были... Ну, я никогда не был никаким оппозиционером. Я говорю, что у нас на гребень волны этого диссидентства вынесла просто наша антивоенная позиция. То есть мы никогда там не спорили, кто лучше там... Ну, то есть публично, там, Навальный или кто-то еще. Вот, и поэтому мне сейчас смешно, когда мне уже люди, которые там в прошлом были активными там участниками всех этих, мне уже начинают писать там, перестань об этом говорить, это очень опасно. Я, наверное, вот когда произошло вот это освобождение, когда ты высказываешь, ну, то есть начинаешь говорить уже то, что вот без всяких границ и рамок, просто то, что ты думаешь, вот свое личное мнение, свою ярость, вот так, как оно есть. После этого становится, как после концерта, очень свободно, то есть на душе. То есть ты освобождаешься от какого-то... Ты преодолеваешь себя. Для меня концерты — это преодоление самого себя. Я интроверт. У меня такое странное сочетание в моей жизни получилось, что я, будучи интровертом, у меня профессия, в общем, выходить на сцену и... Заводить публику. Да, ну не заводить, скажем так, это мы не аниматоры, но быть, да, в центре такого внимания, и чтобы еще как-то взаимодействовать, да, с публикой. Были ли артисты, с которыми вы из-за своей позиции, ваши коллеги, с которыми вы разорвали отношения? Скорее всего, с нами они разорвали отношения, потому что там сейчас по-другому же принято. Там надо отметиться, что я свой. Да, куча людей, собственно говоря. Например?
Ну, Вадик Самойлов, например, который превратился в какое-то вообще непонятное существо. Э, Юлия Чечерина. Кстати, вы видели ее видео, где она предлагала исцелиться украинцам в ГУЛАГе? Посоветую укропам, сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах. Ну, я, честно говоря, не слежу За Чечериной. за Чечериной, да, мне это вообще не интересно. Вот я Белсат смотрю. Вот. Мы как раз Чечерину однажды показали, это вызвало большую такую сильную реакцию у людей, у наших зрителей, потому что это было очень странное видео, скажем так. И вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все. Тем не менее, знаю, что вы когда-то с ней записали вот свой первый такой общий хит «Мой рок-н-ролл». И была история, когда она исполняла вашу песню и на ваши требования прекратить это не сделала. Даже вас послала куда-то там в Израиль. Да, я могу, конечно, полностью воспроизвести, куда она нас послала, то есть и каким образом. Ну, я думаю, что не будем, да, смущать людей. Да, она еще у нее с головой проблемы начались еще задолго до непосредственно вот Полномасштабной войны. полномасштабной войны. То есть, конечно, то есть это уже было все уже после там Донбасс и так далее, это Крым. И я не знаю, ну вот как-то ей, видимо, это приглянулось, эта вся романтика. Я не понимаю, то есть я, честно говоря, могу объяснить, это все просто человеческая глупость. Мне не хочется никаких эпитетов обидных называть, но есть много очень людей, которые вот, ну, это, слава богу, что это не наши друзья. Вот я в своих друзьях ни в ком не, и даже в товарищах у меня, то есть такого нет разочарования, ничего. А здесь, ну, возвращаясь вообще просто ко всей этой вот истории, да, то есть это история вся про отсутствие идеологии. Если, допустим, там в Советском Союзе там, или в других, даже в этих странах тирании, там, включая там фашистскую Германию, собственно говоря, там просто Гитлеров, я фашист, я буду всех убивать. А здесь просто все про деньги и про влияние, и, то есть никто уже не думает ни о каком там. Вот. И есть какие-то романтики, которым дурят мозги, вот они попадают в какой-то этот замкнутый круг своих каких-то, ну, не знаю, может, это зависит от каких-то комплексов, наверное, человеческих. То есть там у Юли, это ж смотреть больно, как она с дочкой. То есть, ну, я не к тому, что я не обвиняю ее ни в чем просто. Но есть какие-то факторы, которые вот способствуют тому, чтобы превращаться в таких чудовищ, собственно говоря. Нам вот то же самое с Вадиком Самойловым, с которым у нас были прекрасные отношения и так далее. Но потом вот он мне стал почему-то там с экрана каких-то там стримов и так далее меня учить жить, как мне себя вести. Ну, мне это смешно, конечно. Лёва, уже несколько лет прошло с момента вашей миграции, отъезда из России. Вот как это время повлияло на вас, на вашу группу, на ваше творчество и на внутренние ощущения? Вы говорите о первой миграции или вот... Я вот говорю о последней после войны. Ну, назвать это с моей стороны миграцией, это может быть миграция, как это просто перемещение, потому что я в эмиграцию уехал в 19 лет из Минска и жил в Израиле, в Австралии, потом мы жили в Москве. То есть это такая была перманентная миграция. Я так и не называл свою жизнь. То есть просто я человек мира. И меня по жизни ведет моя профессия. То есть там, где мне удобно заниматься творчеством, там я и буду жить. То есть... Если говорить вообще о группе Би-2, вот группа, которая образовалась в Беларуси, долгое время жила в России, затем в Австралии, в Израиле, частично вот вы живете в Испании, насколько я знаю. Вы сейчас себя позиционируете как-то как белорусская группа, российская группа или, может, просто космополиты? Космополиты, да.
То есть это без всякого цинизма, там, космополита, но я не вижу в этом ничего такого, ну, скажем, странного, потому что, понимаете, все эти вот определения Родина, там, патриотизм, это все же метафора, аллегория. И в конце концов, что такое? Это место твоего жительства. Меня, например, воспоминания о нем не пробуждает во мне каких-то прям супер ностальгических переживаний. Друзья, это общение, это время, которое было проведено там в театральной студии, вот я то, что запомнилось, там мы тогда, вот у нас с Шуриком появилась идея создать группу. Ну, сначала, конечно, для того, чтобы просто нравиться девочкам. Понимаете, для меня Родина весь земной шар. То есть, если так говорить. У нас есть песня «Родина», это тоже собирательный образ. Конечно, там, понятно, он в большей степени направлен на Россию, потому что ну, мы же жили 25 лет в России в последнее время, и повестка российская, она просто, скажем, это не значит, что мы не обращали на то, что происходило в Беларуси. Нет, мы там и делали заявления, и все остальное, собственно говоря, это и отменило наш концерт. Вот. Повестка такая, которая, в принципе, похожая. Там один тиран у другого учится. То есть вот там... Вы имеете в виду Путина и Лукашенко? Да, это как два переливающихся сосуда, да, таких вот. На ваш взгляд, есть светлое будущее в обозримом, скажем так, будущем у России и Беларуси? Вот у меня по поводу Беларуси все-таки более оптимистичные такие, скажем, прогнозы. А по поводу России не знаю. Ну, то есть это все закончится плохо, конечно. Кроваво, плохо. Гражданская война. Ну, так, я сейчас не говорю, как типа политолог, который там... Ну, мой анализ со стороны и какие-то мои знания о том, как, собственно говоря, проходили как путь все эти страны Сиронии, то везде сюжет, собственно говоря, практически один и тот же. Да. Знаете, наверное, про то, что в Беларуси есть и среди музыкантов политзаключенные, например, группа Турбенд, Нискис. Слышали ли вы о них ранее, их музыку, интересовались ли, может быть, творчеством их? Я, по-моему, на этот ответ, в смысле, на этот вопрос я так до конца, видимо, не ответил. То, что вы Да, когда мы начинали говорить про задавали. Navi Band как раз. Да. Я, честно говоря, не очень слежу сейчас за музыкой вообще. То есть я начал вам рассказывать научный сотрудник, там всегда все это говорю. По причине того, что я сейчас начал, вернулся к работе, у меня вот уже накопилась какая-то. И когда я пишу альбом, я не слушаю музыку никакую вообще. А вообще, я когда понял, как эта музыка, как она строится математически, мне, в принципе, уже было, знаете, как Мусорский говорил, музыка приходит из тишины. Вот в чем дело. То есть я, конечно, там раз в неделю там я просто какие-то слушаю там что-то новое, чтобы понимать, какие тренды. Не в плане того, чтобы быть на волне какой-то конъюнктуры, там, такой вот, а просто чтобы понимать, ну, как анализ, типа, куда движение, где можно сделать свой шаг, не попав в ситуацию, когда ты там случайно, потому что сейчас столько всего выпускается, что можно случайно оказаться похожим на что-то. В данный момент времени у меня сейчас 1,5 года ушло на то, чтобы отвыкнуть от России, так, прям глобально. Потому что, ну, время идет, жить надо как-то. То есть и надо и вся эта стресс, он понятно, что ты просто к нему привыкаешь, как работник крана там, на 74-м этаже. То есть тебе первый раз страшно, второй раз страшно, а потом этот стресс, к нему просто уже он является частью твоей жизни.
Вот. Поэтому это, конечно, не значит, что ты должен привыкнуть к чему-то. Но, с другой стороны, просто минимизировать психические свои потери в этом случае. Ждать ли зрителям, слушателям вашим что-нибудь на белорусском языке? Запоет ли Би-2 по-белорусски? Я уже сказал, что сегодня Шурик поехал записывать песню на белорусском языке, а у меня есть сейчас программа «Максимум», я хочу в этом году закончить альбом. Выпустить, может быть, получится, нет, там это другой же разговор, но закончить его в этом... И, вы знаете, у нас, если говорят о каком-то вот, когда заходит разговор о нашей каком-то пророчестве, это, конечно, смешная там тема, но я, то есть, серьезно к этому не отношусь. Но вот у нас были такие вот эти 2 альбома, которые, собственно говоря, некоторым казались неуместными. Потом вот начались эти события. Так вот, новый альбом, я вам скажу, он будет очень динамичный и оптимистичный. Я не знаю, почему. То есть сейчас, в принципе, я сейчас говорю без какого-то цинизма, сейчас все песни, которые выходят, они, естественно, ну, это как такая дань трагедии, которая происходит. Я так не умею. Вот. И поэтому я вот сейчас сосуд наполнился, и вот то, что получается, оно может быть неуместно не в плане того, что там затрагиваются разные темы, но это другая энергия вообще. Я очень этим доволен, и работа пошла, и, в общем, то есть могу сказать так, что теперь понятно, о чем дальше писать. Ждем новой пластинки и, конечно, новых концертов. Спасибо большое за это интервью. Спасибо огромное, что пригласили.